Самат, поздравляю тебя с невероятной победой. Как так получилось, что Гор серьезный соперник, но ты в легкую его победил? Спасибо за поздравления. Но Гор, да, нормальный соперник, я видел но я был уверен в своей победе. Хотел закончить раньше бой, но не получилось. Гор оппонент хороший, держит удары хорошо. Я уже там руки себе повыбивал. Короче, хороший соперник. Крепкая голова, да? Голова крепкая, да. Уже руки опухли, уже я не могу. Я уже во втором раунде даже полноценно бить не мог, менял стойки, поэтому хотел левый ударить. Если бы ты был бы угловым Гора, ты бы выпустил его на третий раунд. Ты согласен с решением угловых не выпускать его на третий раунд? Конечно, в первую очередь всегда важнее здоровье. Здоровье у человека одна голова, нужно беречь ее . Но если бы я был бы вдруг на месте Гора, я бы никогда бы не остановился бы, я бы шел бы вперед до конца. Хоть не знаю, какие бы там последствия не были бы. Но это решение его секунданта, его старшего брата. Я думаю, она вполне нормально. Ты ожидал, что тебя вызовут на бой? Нет, я не ожидал, что вызов кинут кто-то. Просто он тоже, не знаю, у нас так больше нет не с кем. Уже явно было по сетке, что мы с ним попадемся, и он тут что-то хотел себя показать, я не знаю. Мы с ним еще во втором бою должны были бы встретиться. Но так как там что-то сложилось, нас хотели, чтобы у нас было более зрелищнее, было то, что там, чтобы людям было интереснее, нас продвинули еще дальше. Так что вот, он прекрасно понимал, что в следующем круге мы с ним встретимся, потому что мы с ним, у нас вес одинаковый, и самые маленькие остались в гран-при мы, а там уже после нас идут под 80 килограмм. И он, не знаю, хотел что-то из себя показать или что. Ну, для меня это не было, как сказать, сюрпризом, да. В целом, по росту вы одинаковые по рычагам. Да. То есть, очередной самый серьезный соперник в твоей карьере. Я, как говорил и раньше, и сейчас скажу, соперник хорош настолько, насколько ты ему позволишь. Я не позволю никому там, чтобы он вообще попал по мне. Ну, посмотри, братан, сам, по сути. Третий бой я уже провожу, и с моим лицом что-то случилось. В первую очередь, брат, я думающий боец, не просто. Я видел, как другие боксируют, хоть они и боксеры, и там, не знаю, но они пропускают удар. Ты видел, что с их лицами? Для меня задача попасть и при этом не пропустить самому. И хочу показать красивые бои. 3 победы в хардкоре. Считаешь ли ты, что ты вот наконец-таки заслужил то внимание, которое тебе нужно? И уважение. Брат, на все воля Всевышнего, все победы от Всевышнего. Да, я с самого начала знал, что я покажу им всю красоту бокса, как драться. Но я не останавливаюсь на этом, это всего лишь третий бой. Впереди еще столько же 3 боя. Оппоненты намного лучше будут, и я буду биться до конца. В этом и заключается, брат, настоящий крымский дух. Почему его слова тебя так сильно задели? Того парня, кто тебя вызвал на бой? Просто нет, не задели его слова. Я говорю, для меня это не было сюрпризом, что он вышел сейчас, что-то там вызвал меня. Тот факт, что он там постоянно и на конференциях, и здесь говорит про тюрьму. Просто, брат, это у нас менталитет, у нас мусульманы не такие, брат. Человек должен скрывать свои грехи, понимаешь, а не показывать это на публике. Всевышний ему судья, братан. Он этим говорит, что он показывает пример детям, да, то, что не деритесь никогда. Кто может показать пример, ты в тюрьме отсидел, причем не раз, несколько раз. Лучше молчи об этом, измени свою жизнь к лучшему. Забудь про старое и двигайся только вперед. Ты дрался с опущенными руками. Немного расскажи о своем стиле, откуда он и как так получилось, что ты свободно дерешься в 2 стойках. У тебя хорошая реакция, хороший тайминг. Может это сказать с опытом, но я не знаю, как это прозвучит. Возможно, это прозвучит высокомерно или нет, но я не хочу, чтобы меня считали высокомерным. Но я всегда уверен в себе. Если человек уверен в себе, почему бы не опускать руки? Я вижу удары, как они летят. Я знаю, когда уклониться, когда ударить. И я был в себе уверен, что я не пропущу удары, когда я опущенными руками. И
Вот так вот я отпускал. База у тебя боксерская, да? База боксерская. Мастер спорта по боксу. Да. Мастер спорта по боксу. Но если кто-то что-то хочет и по другим правилам, то я заряжен. По другим правилам, правильно понимаю, кик, ММА. Нет, я вообще говорю. Не, кик, ММА, нет. Думаю, нет. Только по боксу. Вдруг там есть какие-то претензии, да, кипиш У какой-нибудь. тебя есть какой-то любительский рекорд по боксу? Не, любительский рекорд, там более 200 боев, может 250 даже, я не знаю, не считал, брат. В Кыргызстане или в России? В России. Я родился в Кыргызстане, с детства переехал сюда, в Россию, в Тюмень. Слушай, еще вот со стороны я смотрел на твой поединок, и у меня сложилось впечатление, что твой стиль сильно напоминает Макса Холлоуэя. То есть можно ли назвать тебя кыргызским Максом Холлоуэем? Братан, меня и так уже называют кыргызским Флойдом, который мне это не нравится. Лучше называйте меня кыргызский Самат. Холлоуэй кто такой, Мэйвезер кто такой, да. Я хочу свое имя поднять, как бы. Я хочу, чтобы меня знали как Самат, как настоящий кыргыз, да. Надо будет и Холлоуэй, и Мэйвезера отключим, брат. За кем ты следишь в мире единоборств? Ни за кем вообще. Не, нету такого любимого или от кого-то фанатеть, нету такого, брат. У меня есть свои принципы, свои как бы свои цели. Я хочу, чтобы люди как бы, я не знаю даже как сказать, ну нету того, который за кем-то я слежу. Говоря о глобальных целях, вот у кого не спрашиваю, у бойца ММА, очевидно, они стремятся в UFC. А к чему стремишься ты? Чемпион мира по боксу, по профессионалам. Собрать все пояса, стать чемпионом мира вне зависимости от весовой категории, номером 1 pound for pound. Много всего, брат. Впереди. Мне 22 года, пришло мое время, и я буду показывать, брат. Очевидно, ты следишь за боксом. Да. Кого ты представлял в качестве потенциального соперника? Вот, допустим, условно взять какую-то звезду, и ты когда смотрел его бой, думал в голове, что вот я бы с ним вот так поработал бы, я бы вот его вот так победил бы. Да. У нас у боксеров есть такое, когда мы видим чужие бои, мы уже сразу представляем, как бы я с ним работал бы, как бы я бы его обманул. А так бы, да, конечно, хотелось бы подраться там с номерами 1, там такими как Мэнни Пакьяо, там тот же Мэйвезер, как бы Альварес, со всеми. А как ты относишься к поединкам, например, блогеров против, условно, того же Флойда Мэйвезера? Да это клоунада, брат, если честно. Если блогер, если он ничем не занимался. Сейчас, брат, время такое. Люди ради денег готовы на все, понимаешь? Дерутся, где попало, с кем попало, когда попало, как бы. Это все ради денег. Хоть они не умеют драться, как бы. Сейчас шоу, сейчас основном шоу, брат. Ради денег на все готовы люди стали. Деньги не помогут нам в могиле, деньги не заменят нам любви. Почему же ради этой пыли, брат, люди перестали быть людьми?